Эфир нашего канала продолжает выпуск новостей. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. За 5 лет отремонтировано более 2500 километров дорог федерального и регионального характера. Подведены итоги работы транспортного комплекса и дорожного хозяйства Якутии. По программе добрых дел в Аймиконе строится жилой дом для молодых специалистов. В следующем году 4 семьи справят в этом доме новоселье. Борьба с безнадзорными собаками. В Нюрбе проводятся рейды по соблюдению правил содержания собак. Экспорт рыбы в страны БРИКС может серьезно вырасти. Президент России поставил задачу к 2030 году на четверть увеличить производство и в 1,5 раза экспорт агропродукции. Рыбный бизнес подсчитал, что увеличить экспорт можно и больше, но для этого придется преодолеть ряд вызовов и изменить географию поставок в пользу дружественных стран. Так, сейчас до 90% всей выручки российская рыбная отрасль получает от экспорта всего в несколько стран – КНР, Корею и Японию, а также в ЕС, говорится в исследовании Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Подготовлен законопроект, предусматривающий передачу социальному фонду полномочий по назначению и перечислению региональных доплат к пенсии. По поручению президента правительством ведется работа по развитию системы социального казначейства, чтобы граждане могли быстро и в удобном формате пользоваться мерами господдержки. На заседании правительства обсуждались поправки, касающиеся назначения надбавок неработающим пенсионерам, чьи доходы не достигают регионального прожиточного минимума. Глава правительства подчеркнул, что принцип расчета надбавок не изменится. Дополнительные обращения и справки от граждан не потребуются. Пенсионеры продолжат получать положенные им средства в полном объеме. Сегодня в Якутске открылась подъездная дорога к причалу судов на воздушной подушке к станции Намывс 203-го микрорайона, который официально назван «Реконструкция улицы Набережная». Строительная готовность объекта достигла 100%, а все работы выполнены оперативно. В ходе реконструкции улучшены покрытие проезжей части и тротуаров, установлено новое освещение, а также проведены работы по устройству водоотведения и берегоукрепления. Новая подъездная дорога способствует улучшению инфраструктуры города и обеспечивает более комфортные условия для жителей и посетителей. Подведены итоги работы транспортного комплекса и дорожного хозяйства Якутии. Во время заседания расширенной коллегии Министерства транспорта республики обсудили итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также итоги приведения в нормативное состояние федеральных автомобильных дорог Вилюй и Лена. Стоит отметить, что за 5 лет отремонтировано более 2500 километров дорог федерального и регионального характера. В 2024 году в целях исполнения установленных индикаторов планируется обеспечить ввод более 175 километров, из них 144 километра по региональным автодорогам. Проделана очень большая работа. Хочу отметить колоссальную поддержку со стороны Федерального дорожного агентства, Министерства транспорта Российской Федерации. За последние 5 лет, с 2019 года, у нас в разы 10 раз увеличилось финансирование с федерального бюджета. Если мы получали более 400 миллионов рублей, на сегодняшний день мы получаем более 4 миллиардов рублей федерального финансирования. В штатном режиме продолжается психологическая помощь участникам СВО в регионе и за его пределами. За прошедшую неделю по республике и выездному госпитальному направлению отработано более 254 новых и повторных обращений. Проведено около 362 индивидуальных и групповых видов психологических работ с родственниками военнослужащих в Якутии, включая семьи с утратами и пропавших без вести. Очень радует обратная связь от участников специальной военной операции и их близких. Приходит большое количество сообщений, звонков с благодарностью не только от бойцов из Якутии, но и из других регионов, кому помогли специалисты Якутского психологического центра. Напоминаю, что на очной консультации группы поддержки узнать контакты филиалов в районах можно по номеру 31 91 09. Вся работа для военнослужащих и их близких полностью бесплатна.
Республиканский антифашистский форум состоится 6 ноября. Он проводится в Якутске уже во второй раз. Первый прошел в прошлом году в декабре по инициативе главы республики Айсена Николаева накануне Дня Героев Отечества. В работе второго антифашистского форума примут участие руководство Восточного военного округа, ведущие российские эксперты, представители органов государственной и муниципальной власти республики, политических партий, ветераны боевых действий, делегации из муниципальных районов и городских округов, представители государственных учреждений и общественность республики. Камеры стали распознавать машины со скрытыми номерами. В России ужесточилось наказание за сокрытие номеров. За использование специальных устройств однозначное лишение прав. За повторное управление с номерами закрытыми с помощью специальных материалов также лишение прав. Нейросеть определяет идентичность автомобилей за счет анализа мелких внешних признаков, таких как трещины на лобовом стекле, дефекты на кузове. Как напомнили в Союзе потребителей, в России действует технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Согласно нему, государственный регистрационный знак должен быть видимым. Аналогичное требование есть и в правилах дорожного движения. В России начали вводить в оборот новые купюры номиналом 5000 рублей. В октябре прошлого года Центробанк представил модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. При этом на купюре в 1000 рублей Дворцовая церковь в Казанском Кремле была изображена без креста, что вызвало критику со стороны Русской Православной Церкви и сенаторов. В итоге в Банке России решили доработать дизайн этой купюры. Для рентген-хирургов Республиканской больницы номер 2 сердечно-сосудистый хирург из Москвы провел мастер-класс по внедрению метода восстановления проходимости при инфаркте миокарда. Операция проведена с помощью нового специализированного инструмента, которых на Дальнем Востоке всего 2. За год в РБ-2 поступает порядка 2000 пациентов с диагнозом острый инфаркт миокарда. С помощью данного метода планируется лечение порядка 40%. Длительность операции в среднем составляет около 1,5 часов. В рамках мастер-класса в течение этого дня проведено 4 хирургических вмешательства. В результате с помощью данного метода уменьшится время лучевой нагрузки, сократится объем веществ и, соответственно, осложнений. Где есть выраженные атеросклеротические бляшки, мы таких пациентов направляли на кардиохирургическое вмешательство, на установку выполнения аортокоронарного шунтирования, чтобы восстановить сосуд с огибающим обеспечением кровоснабжения. Да? Сейчас мы будем атеросклеротические бляшки на коронарных сосудах мы будем удалять сами, готовить пациентов к стентированию, и это делается одномоментно на одной операции. Триколор на российских автомобильных номерах станет обязательным. До конца этого года в ГОСТ об автомобильных номерах планируют внести требования об обязательном наличии значка российского флага. Это следует из ответа Госавтоинспекции на заявление депутата Петербургского Заксобрания Павла Крупника. Депутат пожаловался, что в последние годы на дорогах России все больше автомобилей ездят без значка триколора, который обычно должен находиться рядом с кодом региона. Крупник попросил рассмотреть возможность установить наказание за такое отношение к государственной символике вплоть до временного лишения водительских прав. Электроснабжение ограничат в 2 районах Якутии на время ремонта магистральной линии. Работы проведут 29 и 30 октября на линии Чурапча-Хандыга. Электроснабжение потребителей Тампонского района переведут на резервные источники питания. Кратковременные ограничения пройдут в период оперативных переключений с 6 утра до 7 утра и с 9 до 10 вечера. В поселке Джибарики-Хая электроснабжение будет осуществляться по временному графику. 29 октября ограничения электроснабжения ведут в селах Булун, Депдирге, Томтор, Торакёль, Уолба, Харалдан, Харбалах, Чимнаи, Чичимах, Мегиналдан. По программе добрых дел в Аймиконе строится жилой дом для молодых специалистов. В следующем году 4 семьи справят в этом доме новоселье. Вошли аймиконцы и в федеральную программу строительства автоматизированных гибридных энергокомплексов. 3 таких объекта в селах Аймикон, Орто-Балаган и Куйдусун ведут в конце года. Также в ноябре открытие новой котельной в селе Берек-Юрдек. К системе централизованного отопления подключат детский сад, дом культуры и почти все жилые дома. Кроме этого, по программе поддержки местных инициатив ведется реконструкция парка культуры и отдыха. По федеральной программе в селе Аймикон идет строительство солнечной электростанции в село Берегурде. По инвестиционной программе теплоэнергосервис построена новая модульная котельная. Ведется строительство парка культуры и отдыха. Построены новые объекты
Тюгюльге, сцены, выставочные ряды, серьге и ураса. В Нюрбе проводятся рейды по соблюдению правил содержания собак. Госинспекторы ветеринарного управления совместно с представителями местного самоуправления и участковыми проводят с владельцами домашних животных разъяснительные беседы, выдают памятки о правилах содержания животных. В Нюрбе, как и по стране, остается проблема безнадзорных собак. Вместе с тем еще одна проблема – самовыгул, у которых есть хозяева. В ходе рейда было выявлено 3 нарушения. В отношении нерадивых хозяев составлен административный протокол. Сегодняшним рейдом было точечные выезды. Выявлено 3 нарушения. Нарушение правил содержания от 1000 до 3000 рублей. Будут административные, привлекаться к административной ответственности. Руководство Горного Улуса уделяет большое внимание развитию сельского хозяйства. Так, в Москве в российской агропромышленной выставке «Золотая осень» СХПК «Горный ас» удостоилась 3 золотых медалей. Подробнее об этом в нашем следующем материале. С 9 по 12 октября в Москве прошла 26-я агропромышленная выставка «Золотая осень», одно из самых значимых и масштабных событий в области сельского хозяйства. Это ведущая площадка для демонстрации достижений агропромышленного комплекса и обсуждения ключевых вопросов развития отрасли. На выставке была представлена фермерская продукция со всей страны. Из Якутии участвовало всего 6 улусов. Среди них впервые приняла участие наша организация по заготовке молочной продукции СХПК «Горный ас». В прошлом году они ездили знакомиться с выставкой, а в этом году уже решили поучаствовать в конкурсе, что дало большие результаты. В этом году мы съездили в город Москву на 26-ю агропромышленную выставку «Золотая осень-2024». Мы туда с собой взяли на конкурс 3 свои продукции – сливки, масло и йогурт с наполнителем. И в итоге этого конкурса наши все 3 продукции получили 3 золотые медали. Участие нашего кооператива на данной выставке – это прекрасная возможность познакомить посетителей и гостей мероприятия страны с нашей продукцией. Участие на выставке подобного масштаба позволило получить огромный опыт, что, надеемся, в будущем будет способствовать продвижению нашей продукции. У нас вся продукция без консервантов, натуральная, поэтому мы ожидали высоких оценок и на высокий результат. Большая гордость и везение, что у каждого из жителей нашего села и республики есть возможность приобретения настолько высококачественной продукции. Россия Насивцева, Роман Дмитриев, Горный Улус. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Обзор новостей мы продолжим на канале Якутия-24. Оставайтесь с нами.